книгу крымско-татарских песен. Она в таком объемном томе сегодня, можно было бы показать. Покажем. Мы сможем показать эту книгу? Да, давай. Ну ладно. На продажу как не дать. Нет. Да. А еще я хочу добавить, что при первых шагах нашей кафедры крымско-татарской филологии в 1994 году первые шаги. И тут же здесь мы пригласили профессора Бубря Александра Ивановича, который нам читал спецкурс крымско-татарско-украинские литературные связи. Потом мы пригласили Новику, Налимоджа Салослайраджада. Она читала нам тоже спецкурс. Потом, после кончины Александра Ивановича, мы пригласили Виктора Ивановича Гуменюка, профессора. И с тех пор, то есть у нас никогда не было перерыва, когда не читали литературные связи. И, наконец, мы пришли к такому глубокому изучению нашего фольклора. Вот сегодня я предоставляю слово Виктору Ивановичу, который доклад, наверное, сам объявит. Нет, у нас вторая тема Василий Тимур Викторович. Вторая. Да, он тоже вступительное слово. Вступительное слово. По программе. Можно сидя за круглым столом, мы не будем, так сказать, трибуну устраивать. Тимур, а какой Прежде всего хочу поздравить всех с мероприятием. Такие мероприятия проходят не каждый день. Хочу поблагодарить Виктора Ивановича за его работу, за организацию данного мероприятия. Сегодняшний наш стол позволит нам более глубже изучить фольклор и литературу. И я надеюсь, что мы услышим что-то новое и подчеркнем для себя что-то новое, что даст импульс для дальнейшего более глубокого обучения данного. Спасибо, Виктор Иванович. Машаллах. Вот здесь еще отдельное выступление есть. Тогда мы после Виктора Ивановича. Просто человек опаздывает. Это Пусть он сразу два зайца вместе. Человек опаздывает. Я хотел с вас. Опаздывает. Да. Если профессор Узинова опаздывает, то нельзя опаздывать. Он не просил, да, чтобы сразу. Можно, да? А потом я продолжу. Основные прагматические функции крымско-татарского паремиологического фонда. Крымско-татарский пословично-поговорочный фонд остается недостаточно изученным. Вопрос же об основных функциях вовсе не рассматривается. Прагматика подразумевает совокупность правил, сопровождающих использование языкового знака. В нашем случае в роли знака выступает клишированное предложение, носящее грамматически открытый либо закрытый характер. При освещении вопроса о прагматических функциях паремии были рассмотрены результаты исследований Песоцкого, Нахимовой, Корниенкова, Артемина и Музафарова языка. Отметим работы Пермякова, описавшего структурные особенности различных малых жанров фольклора, пословиц, поговорок, загадок и примет народов мира. Объединяя все вышеуказанные 4 типа в единый афористический жанр, исследователь Пермяков выделил 7 характерных основных прагматических функций. В свою очередь, как объект исследования, нами был выделен крымско-татарский паремиологический фонд, пословицы и поговорки, а именно и в рамках данных клише предлагается новый взгляд на основные функции. Историческая функция. Будучи закрепленными в пространстве, времени, паремии являются социальным явлением. Большинство из них, несмотря на малый объем, в той или иной степени передают дух и настрой исторической эпохи своего создания. Приведем пример. Ахпара каракун. Белые деньги для черного дня. Ахпара в данном случае это ахча, мелкая серебряная монета Крымского ханства 15-18 веков. Познавательная функция часто недооценивается. Она является одной из основных функций литературы и паремии, в частности. Пословицы и поговорки представляют собой незаменимый материал в становлении и развитии социума. Общая структура отмеченных малых форм строится вокруг центрального образа человека. В процессе познания в рамках крымско-татарского паремиологического фонда наряду с прямой речью активно применяются иносказательные повествования. Образное отражение окружающего мира в рамках паремий некоторыми исследователями возводится в ранг жанрообразующих. Конечно же, стремление к иносказательной передаче жизненных явлений, ситуаций и, соответственно, образное познание происходящего нашло широкое отражение в пословицах и поговорках.
Иносказание помогает читателю, слушателю получить и более прочно закрепить в сознании яркий материал, соответственно, в большом и в большем объеме. К примеру, Джейнемге Кеткен Ахтардаш, отправляющийся в ад, тащит туда за собой другого, ну или товарища. Эстетическая функция вызвана эстетической необходимостью, потребностью человеческой натуры возвышенным. Данная функция делает крымско-татарские паремии подлинно паремиями, выставляя их неотъемлемой составной частью подлинно прекрасного. Эстетическая функция призвана создавать... Сейчас, извините, потерял. Своими словами не обязательно читать. Я сейчас своими словами говорю. Нет у вас... У меня вот состояние. Замечательно, смотрю. Пословицы поговорки крымско-татарские — это такой пласт, который необходимо изучать, к сожалению, до сих пор они не изучены. Нужно находить фольклористов. При прочтении зачастую происходит не просто постижение, но и эмоциональное, чувственное переосмысление содержания. Данный процесс способствует вырабатыванию в читателе конкретных критериев эстетической оценки, что в дальнейшем позволяет ему выявлять и указывать различные эстетические категории. Дульбер Дегильдер, Сергеным Дульбердер. Красивая не красавица, а тобой любимая. Или же Дельберлик Суга Куюлу Чермес. Красота не выпивается в разбаве в воде. Нужно отметить такой момент, что пословицы, собранные, крымско-татарские пословицы, которые на данный момент мы имеем, текстологический материал, он относится к степному фольклору, степных татар. И наоборот, если взять крымско-татарские сказки, то эти сказки наши, они собраны на южном берегу. Ну и, соответственно, различные мировосприятия, мировоззрения. Интересно было бы, конечно, сравнить мировоззрение крымских татар степняков и мировоззрение крымских татар южнобережцев на этом материале. Воспитательная функция подразумевает влияние на развитие нравственных и идейных взглядов индивида. Как правило, процесс становления нравственной составляющей сопряжен с отсылкой на силу положительного примера, который должен привлечь внимание, отложиться в памяти и в нужный момент повлиять на мыслительный процесс индивида. Джао Джоуна Башин Салган Джигитека. Тот, кто сложил голову на пути врага, является джигитом, был джигитом. Нередко в тексте встречается использование негативного фактора для достижения воспитательного эффекта, что само собой по себе не противоречит процессу становления личности. Важно не отражение негатива, а отношение повествующего к описываемой негативной ситуации. Акыллы болмағаны зерді артық. У дурака веселье в избытке. Еще раз. Акыллы болмағаны зевка артық. У Да. дурака веселье в избытке. Или же ораспыны қазанғаны безенгеніне етмес. Заработка. Yanlış yoksa eski. Это старый вещь. Это бар. Это бадаминский ультузал. Hepsi var edi. Заработка девушки, легкого поведения, не хватит день на прихорашивание. Вот, говоря об обстенной лексике, да, о бранной лексике, нужно отметить, что она также не изучена. Ее нужно изучать, это тоже часть лингвистических исследований нашего языка. Мы стесняемся, я не знаю, что мы там делаем, мы не берем этот материал в оборот, но на самом деле там очень интересные вещи, и в том числе текстологический материал, который мы наблюдаем в начале 20 века, обнаруживаем. Там открытая все, обсценная лексика присутствует. И... Как и фривольные песни. Да. Да, это нормально. Просто мы пока еще до этого как бы не дошли, но дойдем ли когда-нибудь? Это такой вопрос риторический. Моделирующая функция. Одна из важных прагматических функций, характеризующих паремии, передающая подлинную модель задействованной раскрываемой картины. В рамках крымско-татарских паремий обнаруживается прочное и неизменное применение данной функции. Моделирование исконно народной речи и описываемой ситуации, способствующие ей, делают реалистичными изображения. Кой копексис болмас, той обкесис болмас. Не бывает деревни без собак, не бывает свадьбы без ссоры. Или без драки. Коммуникативная функция, присущая крымско-татарскому устному народному творчеству в целом, так и пословичному поговорочному фонду. Несмотря на малый объем, паремии
объединяют ту или иную социальную группу, в рамках которой активно используется, отражая общее психологическое переживание, стимулируя общие темы и проблематику. Паремии необходимо рассматривать как устойчиво прогнозируемый конструкт, отражающий национально-культурную специфику мышления, с одной стороны, и формы клише процесса коммуникации, с другой. Субъект через прочтение формы клише косвенно находится в процессе коммуникации. Более того, паремия вырабатывает и закрепляет состав общей лексики социальной группы, вовлеченных в процесс общения. Явление коммуникации двустороннее, причем пассивная читательская сторона имеет право принять или отвергнуть видение вопроса, а также эмоциональную составляющую, учитывая тот факт, что народное мировоззрение, изложенное в паремиологическом материале, не всегда претендует на беспристрастие и очевидность. Догмушно не ольгенствие, не полганно. Родной родному не желает ни смерти, ни процветания. Спорный такой момент. Оксус козу beslegen, ağzını burnuna may eder. Oksus bala beslegen, ağzını burnunu kan eder. Ну, ушали и добрый заманка. Ягненка сироту откормишь, твой рот и нос зальют маслом. Ребенка сироту воспитаешь, твой рот и нос зальет кровью. Вспомним. Учитывая популярность пословиц и поговорок в народной среде, коммуникативная функция выходит на одну из лидирующих основных позиций. При рассмотрении пословично-поговорочного фонда оправданно выглядит применение одной данной функции на различных уровнях коммуникации, как минимум на двух: художественном и повседневном. Первый уровень коммуникации служит становлению и закреплению общепризнанных, возвышенных идеалов общества, в связке с национальными, религиозными, духовными традициями и так далее. Аллах бір қапуе қапатса, бір қапуе ачар. Если Аллах забирает одну возможность, то дает 1000. Ну, это смысловой перевод. Коммуникации же на уровне невзыскательного массового общения, затрагивающие повседневную, а иногда вульгарную или пошлую тематику, порой использующие обсценную лексику, обслуживающая развлекательную сферу жизни, составляет второй уровень. Необходимо отметить равноценность для исследования обеих уровней, с той лишь разницей, что первый рассчитан на читателя образованного, культурного, второй же уровень рассчитан на массового читателя, который не всегда обладает вышеотмеченными качествами. У меня есть еще время? Заканчивать. Смотрите. Способность предсказания, предугадывания составляет прогностическую функцию паремии. Народное воображение в связке с народной мудростью позволяет прогнозировать с высокой степенью вероятности предстоящие события и их варианты. Анасını babasını порчалағанына Аллах порчалар. Аллах защитит защищающего родителя. Часто крымско-татарский паремиологический фонд отображает картину далекую от реальности. Ее скорее можно охарактеризовать как фантастическую, неземную. И тем не менее, она не теряет актуальности и злободневности. Подобные паремии, как правило, несут семантическую нагрузку предостережения. Прогностическая функция тесно связана с другими прагматическими функциями, в частности, эстетической. Стремление к выработке художественного вкуса через предвидение характерно для паремиологического материала крымско-татарского. Основные выводы. Крымско-татарский паремиологический фонд – результат многовекового опыта народа, прямо или косвенно с помощью клишированной речи, отображающей исторический взгляд на происходящее. Представляет собой незаменимый познавательный материал о развитии социума и личности, развивает эстетический вкус. Паремии объединяют социальную группу, где активно используется, выполняет коммуникативную функцию, вызывает у читателя положительные эмоции, обладает способностью к предсказанию, предугадыванию, что составляет прогностическую функцию. Спасибо. Методы и теоретики методические проблемы. Ну, У вас есть что показать? Нет. Если показать, что там теория показывает. Да. Но есть очень много споров, поскольку у нас неточная наука. 2 × 2 = 4 и скажут, что один считает так.